10 ошибок матери, за которые ребенок будет тайно ненавидеть ее всю жизнь. Есть такие родители, которые на первый взгляд могут выглядеть как просто строгие, непростые или желающие только лучшего. Но порой их действия оказывают разрушительное воздействие на детей, чьи души переживают незаживающие раны. Токсичные родители не всегда это осознают, а вот дети, несмотря на годы и расстояние, часто продолжают нести в себе эти травмы. В воспитании, как и в жизни, нет универсальных рецептов, нет идеальных методов. Но некоторые черты поведения, будьте уверены, не способны привести к гармоничным отношениям. Детям не нужно дарить роскошные игрушки или дорогие подарки. То, что они будут помнить всю свою жизнь, это ваши отношения, ваше внимание и забота, или наоборот, холод и равнодушие. Вот 10 типичных ошибок, которые разрушают связь между родителями и детьми, оставляя следы на всю жизнь. 1. Бойся меня, но люби. Знаете, иногда кажется, что любовь, которую дают такие родители, это просто страх. Эмоциональное насилие, к сожалению, порой бывает связано с так называемой любовью. Когда от ребенка постоянно ждут подтверждения своей значимости через страх, это не любовь. Это подчинение. Зависимость. Ребенок не растет, он просто боится. В таких домах все, что происходит, пропитано напряжением. Ребенок ждет, как будет звучать звук ключей, понимая, что от этого зависит, будет ли день хорошим или напряженным. Нет места для беззаботных детских радостей, когда каждое действие сопровождается тревогой. Это очень сложно понять, но такие отношения порой на всю жизнь оставляют ощущение того, что любовь — это всегда боль. 2. Ты должен решать взрослые проблемы, но у тебя нет прав. Когда ребенка вынуждают принимать на себя взрослые заботы и тревоги, такие моменты, как правило, становятся основой будущих комплексов и внутреннего напряжения. Он берет на себя ответственность за все, что происходит в семье, хотя и не имеет возможности повлиять на ситуацию. Ожидания от ребенка часто такие, как будто он должен все понимать и делать, но никто не дает ему права на свои собственные чувства и переживания. Могут быть случаи, когда подросток переживает проблемы родителей, пытаясь утешить их, становясь в их роль, а сам остается в одиночестве со своими переживаниями. 3. Будь лучшим, но помни, что ты не уникален. Родители, которые подгоняют детей под идеал, не замечая их собственных желаний, желают только одного, чтобы все их усилия приносили пользу им, а не ребенку. Если у ребенка есть успехи, они становятся лишь поводом для гордости родителей, а не поводом для праздника самого ребенка. Нередко это приводит к тому, что дети перестают верить в свои силы, убежденные, что их старания так и останутся незамеченными. И вот тут начинается разрыв. Они могут казаться успешными снаружи, но внутри ощущают пустоту. Все, что они делают, уже не для себя, а чтобы соответствовать чужим ожиданиям. 4. Доверься мне, но не удивляйся насмешкам. Это особенно болезненно, когда родитель говорит «доверяй мне», но потом использует твою уязвимость для того, чтобы вызвать смех или поставить тебя в неловкое положение. Дети, которым не доверяют и которых открыто высмеивают за их переживания, потом боятся раскрывать свои чувства. Так разрушаются отношения, потому что ребенок, по сути, начинает избегать искренности, поскольку понимает, все, что он скажет, может быть использовано против него. 5. Ты ни на что не способен, даже не пытайся стать лучше. Родители, которые отказываются видеть в своем ребенке что-то большее, чем просто объект для выполнения ожиданий, делают огромную ошибку. Они говорят, ты ничего не добьешься, ты недостоин успеха, и такие слова, к сожалению, становятся теми кирпичами, из которых строится самооценка ребенка. Это могут быть даже не прямые слова, а маленькие комментарии. Когда ребенок пытается проявить себя, а ему отвечают, ты что, не понимаешь, что это бесполезно? Такие родители не поддерживают стремление детей стать лучше, потому что оно нарушает их собственный контроль. 6. Стань лучше, но забудь о своих мечтах. Когда ребенок растет, всегда хочется найти свой путь. Однако родители, которые настаивают на том, чтобы он пошел по уже проложенному ими маршруту, игнорируют его собственные желания. Желание родителей вырастить успешного ребенка зачастую становится причиной подавления его собственных мечтаний. Родители, часто бессознательно, заставляют детей жить для себя. И когда дети становятся взрослыми,
Они понимают, что их успехи были продиктованы чужими желаниями, а не их собственными. 7. Делай, как я скажу, но в неудачах вини себя. Когда родители пытаются контролировать каждый шаг, они не могут оставаться в стороне, если что-то идет не так. Ответственность за неудачи часто ложится на плечи детей, и эти дети начинают чувствовать, что все их решения ошибочны. В такие моменты они чувствуют, что их жизнь не принадлежит им. Родители, которые не признают своей ответственности за ошибки, оставляют своих детей в ловушке. Им не хватает сил бороться за свою независимость, потому что всегда есть кто-то, кто готов обвинить их в неудачах. 8. Уходи, но не бросай меня. В токсичной семье на ребенке лежит огромная ответственность – быть на связи, быть рядом, выполнять свою роль. Родители, которые не готовы отпускать детей, даже когда они взрослеют, создают условия, при которых дети не могут быть свободными. Токсичные родители не понимают, что для их детей важно учиться быть независимыми, иначе они могут так и не стать полноценными личностями. Не уходи, мы все тебе дадим. Это как раз тот момент, когда ребенок, не осознавая этого, начинает чувствовать, что его личная жизнь – это чужая собственность. 9. Прими нашу помощь, но не смей нас эксплуатировать. Такие родители дают помощь, но потом предъявляют за это счета. Ребенок всегда чувствует, что обязан, что его любовь, помощь и поддержка – это своего рода сделка. Если отказывается от помощи, его обвиняют в жестокости и эгоизме, если принимает, он сразу становится должником. Это замкнутый круг, из которого трудно вырваться. Ребенок чувствует, что не может быть свободным и независимым, потому что всегда должен что-то отдать в ответ. 10. Доверься мне, но будь начеку. Для многих детей личное пространство – это мечта. Но в токсичных семьях границы не существуют. Если ребенок хочет закрыться от всего мира, его начинают обвинять в том, что он не доверяет. Родители используют все свои ресурсы, чтобы быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка. В такие моменты ребенок теряет ощущение безопасности. Ведь всегда есть кто-то, кто будет контролировать и вмешиваться в его жизнь. Справиться с токсичными родителями бывает чрезвычайно сложно. Но если научиться защищать свои границы, не становиться заложником чужих ожиданий и планов, можно хоть немного снизить этот груз. Конечно, это не избавит от всех проблем, но позволит хотя бы начать жить по своим правилам.